Да, пожалуйста. Для того, чтобы разъяснить, как тройка работает, нужно представить себе где-то на земном шаре маленькую деревню. И этой деревне нужен новый сельский совет. Это здание будет стоить 100 тысяч долларов. Мэр будет уполномочен этим заняться. Он идет в банк и говорит, что нам нужно построить новое здание за 100 тысяч долларов. У нас имеется 50 тысяч. Могли бы вы нам дать в кредит остальные 50 тысяч? Банк говорит, хорошо, мы сделаем это. Потом мэр идет к директору строительной компании и говорит, мы с тобой все уладим, но сначала положим каждый по 25 тысяч себе в карман. Потом он идет в местный совет и говорит, что, к сожалению, но нам строительство обойдется в 150 тысяч. Эти люди с местного совета это принимают как есть, так как они не разбираются в экономике. И оставшиеся жители деревни тоже с этим соглашаются, так же, как и соглашаются с этим все жители планеты. Потом идут мэр с директором строительной компании в банк и говорят, что им понадобится дополнительные 50 тысяч, но банк говорит, нет, мы все видели, вы оба коррумпированы, мы вам больше ничего не дадим. Они идут в другой банк, он им тоже отказывает. А теперь самое интересное. Тогда они идут в Международный валютный фонд или в тройку. А тройка им не отказывает. Она сразу же соглашается. Да, конечно же, мы вам заплатим, только есть небольшое условие. Мы к вам пошлем в деревню 3 человек. Они там осмотрятся и скажут вам эти условия. И тройка посылает этих людей, они там осматриваются, идут к мэру, идут к директору строительной фирмы и говорят, смотри-ка, у вас каждую среду проходит базар. Ваши люди продают на нем овощи и дичь. С сегодняшнего дня одно из этих мест на рынке зарезервировано для крупной американской компании, которая производит продукты питания и мясо. Это первое условие. Второе условие. Смотрите, у вас здесь есть небольшая сберкасса в деревне, небольшой филиал, который дает кредиты и следит за счетами своих клиентов. Теперь рядом будет стоять небольшой филиал Goldman Sachs банка. Что потом и происходит. Третье требование людей из тройки. Смотрите, у вас посередине деревни стоит колодец. Этот колодец теперь будет приватизирован. Вот эти 3 условия. Следующее, что делает тройка или МВФ, они говорят, теперь вы напишите нам предложение, в котором вы предложите нам купить эти 3 вещи, чтобы мы потом не оказались в глупом положении перед общественностью. Тогда пишут коррумпированный мэр и директор строительной фирмы заявление о намерении, в котором они предоставляют место на рынке, колодец и филиал Goldman Sachs. И что теперь происходит? И что же теперь происходит? В деревне открывается филиал банка Goldman Sachs. Он делает отличные условия для клиентов, и сберкасса через 3 месяца банкрот. Теперь финансовая система этой деревни принадлежит Goldman Sachs. Следующее изменение происходит с рынком в деревне. На нем теперь одно место занимает крупная американская корпорация, которая продает, к примеру, курицу, которая намного дешевле той курицы, которую производят местные фермеры. Местные фермеры, естественно, разоряются. Теперь американский концерн может поднять цены на свою продукцию, и люди полностью зависят от продуктов американского концерна. И потом они кредиты будут брать у Goldman Sachs. Да, совершенно верно, но именно это произошло в Африке. Африка раньше снабжала себя продуктами питания сама. Все страны Африки снабжали себя овощами и мясом. А сейчас все зависят от импорта продуктов питания, мяса и рыбы. Третье, люди просыпаются через месяц, хотят утром пойти к колодцу, из которого они всегда брали воду, и вдруг видят, что он закрыт. И там стоит табличка «Продажа воды находится там». Тогда они должны идти в магазин, где вода уже расфасована в пластиковые бутылки, которые они могут купить. Вот сценарий, по которому работает тройка и МВФ. Это же терроризм. Это мошенничество. Это настоящее.